Всем репрессированным пенсионерам должны засчитать стаж в тройном размере. Необходимо подать заявление в пенсионный фонд и восстановить свои якобы нарушенные права. В последнее время эта информация, появившаяся в интернете, в республике на слуху. И надо сказать, такой закон действительно существует. За номером 173, 30-я статья. Более того, трудовые пенсии с 2002 года в России выплачиваются в соответствии с ним. Специалисты пенсионного фонда, в свою очередь, разъясняют, в соответствии с положением статьи 30 этого закона, размер трудовой пенсии определяется по выбору самого пенсионера, либо по 3-му, либо по 4-му пункту. Если расчет пенсии производится по пункту 4 статьи 30, то периоды пребывания в местах заключения и ссылки включаются в общий трудовой стаж в тройном размере. При этом к исчисляемому расчетному размеру пенсии применяются ограничения. Так, при наличии стажа 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, расчетный размер трудовой пенсии не может превышать сумму, равную 555 рублей 96 копеек. Судя по всему, многие не учитывают названные ограничения в законе. Что касается 3-го пункта, то здесь время ссылки репрессированным пенсионерам включается в стаж календарно, начиная с 16-летнего возраста. В таком случае размер выплат не ограничивается и выплачивается в полном объеме. Только здесь есть, пожалуй, самый важный нюанс, который, по всей видимости, многие просто упускают. Важный момент, это чтобы все запомнили, вот пункт 4 и пункт 3 этой статьи для расчета стажа одновременно закон не допускает. В большинстве случаев размер пенсии, установленный в соответствии с пунктом 3 статьи 30, при перерасчете его с применением пункта 4 этой же статьи уменьшается. Один из этих примеров является пенсионер Куштов Джабраил Багаудинович. В соответствии с судебным решением ему был произведен перерасчет, в результате чего размер его пенсии уменьшился больше, чем на 1500 рублей. Специалисты объясняют, большинству просто невыгодно перерасчитывать свою пенсию по 4-му пункту, поэтому и выплаты им начисляют, причем по их же выбору, по 2-му варианту. Вся эта путаница появилась из-за того, что многие просто не разобрались в законе, в котором черным по белому написано, что использовать оба пункта одновременно не разрешается. В свою очередь, специалисты пенсионного фонда готовы разъяснять все эти нюансы всем, кто обращается. Хадида Брива, Рамзан Миржоев, Новости 24.